Мы продолжаем видеосюжет, касающийся долгов стран еврозоны, Ирландии в первую очередь. Итак, Ленихан отказался комментировать сообщение о том, что представители властей Евросоюза ведут переговоры по поводу пакета помощи для этой страны. Канон прибыл на встречу с министрами финансов других 15 стран еврозоны во вторник. Да, конечно, ситуация на рынке в течение последних недель была неблагоприятной для Ирландии, но я бы указал на то, что ирландское государство полностью обеспечено финансированием до середины следующего года, сказал Ленихан. Очевидно, существуют трудности на рынке, и мы будем их обсуждать сегодня вечером, чтобы с ними справиться. Так, Дублин упорно отказывается от спасения по греческому рецепту. Между тем, около 300 тысяч домов стоит пустыми по всей Ирландии. Это печальный результат пузыря на рынке недвижимости, цены на которые рухнули в 2008 году и с тех пор продолжают стремительно падать. Тем не менее, спроса нет. Правительство страны судорожно урезает расходы и повышает налоги, чтобы справиться с дефицитом бюджета. Зарплаты заморожены. Более 100 тысяч семей едва сводят концы с концами, а каждый 8-й взрослый ирландец безработный. Уровень безработицы среди молодежи достиг катастрофического показателя – 30%. В этих условиях наблюдатели всерьез опасаются, что долговой кризис в Европе усилится, а программы жесткой экономии, проводимые властями, приведут к замедлению экономического роста. Как мы сообщали в предыдущих видеосюжетах, накануне президент ЕС Герман Ван Ромпей заявил, что речь уже идет о выживании единой Европы. Нам всем нужно работать сообща, чтобы выжить с еврозоной. Если мы не сохраним еврозону, Евросоюз тоже не выживет, подчеркнул он. Существует серьезная опасность, что кризис вокруг Ирландии ухудшит положение двух других проблемных стран – Испании и Португалии. Ранее португальское руководство, как мы тоже об этом сообщали, уже признало возможность выхода страны из зоны евро. Пессимизм инвесторов отражает растущие процентные ставки по ирландским гособлигациям. На минувшей неделе, впервые с момента создания зоны евро, 11 лет назад, доходность по десятилетним облигациям Ирландии превысила отметку в 8% годовых. Растет доходность и по испанским и португальским бондам. Банковский сектор Ирландии, который сильнее всех пострадал от краха рынка недвижимости, находится на грани коллапса. Правительство уже было вынуждено взять под свой контроль 3 банка и, скорее всего, будет вынуждено снова прибегнуть к этому средству. На спасение проблемных банков уже потрачено 45 миллиардов евро, и ожидается, что в текущем году бюджетный дефицит достигнет 32%. Цифра сумасшедшая, в 10 раз превышающая допустимую для стран еврозоны. Однако, пока что власти Ирландии отказываются от финансовой помощи, которую им настойчиво предлагают партнеры по еврозоне. И категорически отрицают, что обращаясь за такой поддержкой. Дублин настаивает, что правительство полностью обеспечено средствами вплоть до середины следующего 2011 года. Тем не менее, уже сейчас Евроцентробанк подпитывает бедствующие ирландские банки дешевыми кредитами. А в ближайшее время в Дублин отправится делегация чиновников Евросоюза и Евроцентробанка, чтобы подготовить почву для возможного массированного вмешательства. Не исключено, что Ирландии придется прибегнуть заимствование со специального европейского интегрированного фонда объемом 750 миллиардов евро, который был создан весной текущего года для предотвращения банкротства другой страны, еврозоны Греции. Однако, такой сценарий, подчеркиваем, предполагает подписание документов, обязывающих Дублин поступить с частью своего политического и экономического суверенитета, а также вести еще более жесткую экономию в соответствии с предписанием Евросоюза и МВФ. В результате правящая сейчас партия может на ближайших выборах потерять большинство в парламенте. Свою помощь по спасению ирландской банковской системы предлагает Великобритания, которая хоть и не входит в зону евро, но чрезвычайно озабочена экономическим положением своего ближайшего соседа. Министр финансов Соединенного Королевства Джордж Осборн заявил, что Лондон готов поддержать Ирландию. В национальных интересах Великобритании, чтобы ирландская экономика успешно развивалась и имела стабильную банковскую систему, сказал он. По данным британским СМИ, этот жест может обойтись налогоплательщикам в 7 миллиардов фунтов стерлингов. В общем-то, интерес Лондона отнюдь не бескорыстен. Дело в том, что банки Великобритании активно участвовали в ипотечном, так сказать, буме на территории Ирландии. Между тем, ирландский премьер Брайан Коэн заявил, что страна уверена в своей способности справиться с финансовыми проблемами и расплатиться с долгами. Он также подверг критике безответственной спекуляции на тему экономического положения Зеленого острова. Большие надежды в Дублине возлагают на 4-летний финансовый план, который планируется опубликовать на следующей неделе. Еврогруппа
Министр финансов 16 стран зоны евро приветствовал бюджетную стратегию Ирландии. Структурные реформы, которые анонсированы в стратегии, должны обеспечить сильный и длительный рост, улучшив экономическое положение ирландцев, сказал председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Уже в течение нескольких недель рынки только и говорят, что о финансовых проблемах, возникших в Ирландии. Внимание рынков и политиков снова приковано к теме кризиса суверенных долгов в Европе. СМИ пестрят громкими заголовками. Кредитоспособность стран ПИК снова под угрозу. Ирландия, вторая Греция. Приведет ли спасательная помощь, или она вовсе не нужна Ирландии? Эти вопросы волнуют всю Европу. В связи с чем звезду заголовков уже чуть ли не умоляют обратиться за внешней помощью, чтобы предотвратить дестабилизацию еврозоны. «Отдай мяч Бабарыкину!» – кричат Ирландии. А она все упрямится. А может, Ирландия сопротивляется по той причине, что принятие помощи от стабфонда будет сопровождаться жесткими финансовыми условиями? Об этом мы поговорим в следующей части нашего видеосюжета.